Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вита Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня в нашей студии врачи, и мы будем говорить о здоровье. И я рада, что в нашей студии сегодня Наталья Савина, врач-дерматолог, дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент мединститута Северо-Восточного федерального университета, главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Наталья Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Также сегодня в нашей студии Анна Николаева, врач-дерматовенеролог высшей категории Якутского республиканского кожно-венерологического диспансера. Анна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я знаю, что у вас наверняка такой, не то что наверняка, а точно, да, у вас такой напряженный график, сейчас лето, и есть и пациенты, и преподавание, все равно, да, и экзамены, и все-таки вы с нами. Тема интересная. Мне сегодня очень интересно поговорить про кожу человека. Это вот, как мы перед эфиром, да, поговорили, орган, который нельзя обойти своим вниманием, но мы, наверное, не всегда люди об этом помним. И вот сегодня мы будем говорить про то, как бережно относиться к своей коже вот в это летнее время, период солнца. Раньше, во время моей молодости и юности, было вообще очень модно загорать. Мы прям там до бронзы ходили и вообще не думали о том, что нужно какой-то крем применить, да, ну, молодость вот она так. Даже не надевали там какие-то головные уборы. Сейчас люди больше, да, осведомлены, мы сейчас как-то применяем крема, но тем не менее, наверняка есть люди, которые в зоне риска в силу цвета своей кожи, да, пигмента, в силу возраста, может быть, в силу вот мужчина это или женщина, да. И давайте сегодня расскажем о том, как правильно в летнее время беречь свою кожу и, наверное, все-таки не злоупотреблять солнцем. Ну, в первую очередь, лето — это самая прекрасная пора. Наверное, все ждут его, как взрослые, так и дети. Это пора каникул, пора отпусков, и все мы, конечно, пытаемся выехать на море, в теплые края, либо активно провести время на природе или на речке. При этом вы правильно обратили внимание, что действительно воздействие солнечных лучей может приводить к некоторым заболеваниям. Ну, такие как, наверное, фотодерматиты, да, ну и сибарейный кератоз, меланома. Поэтому здесь обязательно все-таки нужно учитывать выход на солнце, должен все-таки быть ограничен в максимально активные его часы. Это вот с 11 до 16:00. Ну и, конечно же, использовать SPF-средства от 30 до 50. Я вот сама для себя приняла решение уже несколько лет, чтобы вообще не загорать. Я даже по городу хожу с зонтом в солнечную погоду. Зонт у меня обычный такой, как от дождя. Вот. Это но, очень хорошо. Да, но мне так комфортнее, потому что как будто бы я понимаю, что я рискую, находясь на солнце. До этого я загорала, у меня светлая кожа, и сразу же обгорала. То есть любое появление на солнце, даже с защитным кремом, все равно мою кожу травмировало. И потом я обратила внимание, что у меня на коже появляются какие-то пигментные пятна. И, готовясь к сегодняшнему эфиру, я посмотрела, что это самый безобидный вариант, а самый сложный, самый серьезный вариант, что из этого пигментного пятна может родиться злокачественная опухоль. И вот как раз те заболевания, которые вы перечислили сейчас, могут привести к этому. А раков боятся все люди. И рака кожи, и это же может быть не только рак кожи, да, это может и дальше пойти. Но это может быть и доброкачественные заболевания кожи. Но в первую очередь, конечно, мы должны защищать свои родинки или так называемые невусы, да, от воздействия солнечных лучей. Да, вот совершенно верно вы отметили, что светлокожие — это так называемые люди с первым типом, вторым типом кожи, светлокожие, блондины, рыжие, они более находятся в зоне риска.
У вас тоже светлая кожа, вы сами как с солнцем летом загораете или тоже воздерживаетесь от солнечных ванн? Мы воздерживаемся, да, воздерживаемся, используем SPF. Но вот хотела развеять мифы, наверное, которые часто вот просто ходят как слухи, да, о том, что если на невусе растет волосы, что это все доброкачественное, к сожалению, нет. Ну и меланомы могут заболеть независимо от цвета типа кожи. Да. Меланома – это какое заболевание, чтобы было Меланома понятно? это злокачественное образование кожи. А как оно выглядит, вот если Может человек… выглядеть по-разному. Мгм. Это может быть выглядеть, ну, это по-медицински называется это невус. Вот меланома это злокачественное образование. И Невус – это как родинка или это как вот уже такая выпуклая бородавка? вот изначально может быть просто как невус, который под действием солнца может переродиться, появляются меланоцитарные клетки. Это злокачественное образование, и поэтому оно с током крови может разноситься по органам. То есть из-за образования на коже, которое возникло под воздействием солнца, раковая клетка может пройти внутрь и заразить любой орган. Да, совершенно верно. Ну, родинки у нас есть врожденные, а есть приобретенные. Мгм. Если говорить вот о приобретенных, они-то как раз появляются при фотоповреждении кожи, когда ожог кожи происходит. Мгм. Соответственно, мы должны тоже понимать, и в этом плане здесь, конечно, нашим пациентам поможет врач-дерматолог, который может использовать такой метод, как дерматоскопия. Ее проводят как раз в нашем кожно-венерологическом диспансере. У нас все врачи обучены, прошли повышение квалификации и достаточно хорошо как бы диагностируют. И только там это можно пройти. Я узнала недавно у своей знакомой, которая обращалась за этой процедурой, и она обзвонила несколько медицинских учреждений и сказали, что только в кожно-венерологическом диспансере вот этот вот анализ берут, причем он безболезненный, да, совсем? Да, это проводится с помощью аппарата, который называется дерматоскоп. Это не инвазивная, то есть не травмирующая кожу процедура. Там идет 30-кратное увеличение, видны сосуды, виден пигмент, и все можно диагностировать. То есть, если на коже появилось какое-то новое новообразование, лучше сразу, чем раньше, тем лучше подойти и сделать этот анализ. Подойти Да. можно обычно, да, записаться по обычной записи к врачу. Совершенно верно, можно через госуслуги, Мгм. можно обратиться по телефону регистратуры. И, в принципе, у нас и акции проводятся ежегодно в КВД, когда мы приглашаем людей. Вот это называется акция «Добрый вечер, доктор», где у нас проводят дерматоскопию. Мне вообще очень нравится вот кожно-венерологический диспансер, там всегда так просторно, так хорошо, и как-то как будто бы очереди нет. И вот лишний раз прийти даже сдать какие-то анализы, да, на ЗПП, просто посмотреть какие-то кожные, да, свои, вот все как-то всегда легко и хорошо, и акции, вот, да, на них стоит обратить внимание. Наши двери всегда открыты, поэтому приходите, наши все врачи проведут эту диагностику без проблем. Но тут хотела сказать по поводу все-таки родинок, да, тут не только фототравма, но еще может быть травма родинки сама привести к тому, что может образоваться меланома. Меланома, вот как Анна Ивановна сказала, это злокачественное образование, к сожалению, метастазы уже через месяц. Тогда у меня, смотрите, вопрос. Есть вот такие вот родинки, да, которые выпуклые там на лице или на теле у людей, которые, ну, даже там называют как бородавка, да, какая-то такая она заметная очень. И человек, конечно же, думает о том, чтобы ее удалить, и удаляет. Тогда это опаснее или наоборот, это лучше, потому что если он удалит, тогда же он может находиться под солнцем дольше. А все любые новообразования кожи вначале нужно продиагностировать. Это нужно провести неинвазивное исследование, это дерматоскопия. После этого наши врачи дают заключение, и пациент может направиться к хирургу или онкологу для того, чтобы удалить ее. Удаление происходит разными методами, как и хирургическим, так и лазером. Спасибо. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 32 00 66 и 32 11 66. По ним вы можете задать свои вопросы.
На сегодняшний день очень популярны процедуры у косметолога. Это вот какая-то ультразвуковая чистка лица. Шугаринг очень популярен, да, потом снятие волосяного покрова с помощью воска, шелак на ногти. Это все травмирующие такие процедуры. Насколько они вредны, как часто их можно делать и как реабилитировать свою кожу после такого вот воздействия глубокого? Но если говорить о косметологических процедурах, у нас есть межсезонные пилинги, да, а та же ультразвуковая чистка, мы должны понимать, что мы там все равно используем кислоты. Поэтому в любом случае, если даже ручная чистка, особенно в летний период, это все можно проводить, но обязательно все-таки использовать, так как это микротравма кожи, использовать средства защиты после. То есть это нанесение восстанавливающих кремов, да, успокаивающих, и сверху обязательно SPF, не меньше 30, и самое активное солнце, конечно, это 50. А как часто можно делать процедуры такие глубокие, глубокую чистку лица? В летнее время меняется ли это в связи с сезоном? Количество раз? Нет, это межсезонные как бы процедуры, поэтому можно проводить, но все-таки врач-косметолог должен вначале посмотреть пациента, да, определиться с планом лечения. Ну и, соответственно, все равно мы понимаем, что в активное солнце ряд тех же кислот определенных, да, то есть мы используем поверхностные, слабые, да, которые как бы меньше травмируют кожу. А вы в диспансере проводите такие процедуры? К сожалению, в нашем кожно-венерологическом диспансере отделения косметологии на сегодня нет. Жаль. Хотелось бы. А раньше было, когда-то давным-давно была... Да, совершенно верно, был кабинет, но сейчас на самом деле косметология у нас развивается, у нас очень много клиник, при этом они лицензированы, и там работают именно врачи-косметологи. Поэтому если вот обращаться к процедурам любым, то это, конечно, лучше к врачу-косметологу. И правильно его выбрать. Да, дипломированному. Спасибо. Анна Ивановна, расскажите, пожалуйста, о том, как может вот световое это излучение лампы навредить ногтям, когда сейчас время такое, что все равно еще все увлекаются, да, вот шелаком или как это правильно называется, как какие-то еще есть названия. Я не люблю это делать все, у меня вот не очень хороший опыт, потому что когда я делала, я всего 2 раза в жизни сделала, я обратила внимание, насколько сильно портится и повреждается ногтевая пластина. Просто ужасно. Да, сейчас женщины ухаживают за собой. Есть такие процедуры, как нанесение гель-лака, ну, с помощью педикюр, маникюр. И гель-лак, он сушится под лампой. Лампа — это не просто лампа, это ультрафиолет, который тоже повреждает. Там даже жгет. Да, жгет. И вот это вот повреждение, оно сейчас тоже есть такие вот подногтевые меланомы. А как это распознать сразу? Вот бывает же, что цвет ногтя меняется, и появляются какие-то... цвет ногтя, может появиться темное пятно. Темное именно. Да. Или полоска. В виде полосы чаще бывает. И я знаю, что женщины, которые пользуются этой процедурой, они делают одну процедуру за другой, то есть месяц походили, хотя это, наверное, долго, да, а потом сразу же приходят, снимают это старое покрытие и наносят новое покрытие. То есть получается, что ногти, в общем-то, и не отдыхают. Ногтевая пластина, она, конечно, портится после этой процедуры, она истончается, также может присоединиться грибковая инфекция. Она почему может присоединиться? Все зависит еще от мастера, от салона. Если не соблюдают гигиену. Ну, как они соблюдают, там дезинфицируют инструмент. Ну, тоже это вот зависит еще от иммунитета человека. Также может быть и не грибковая инфекция, а бактериальная. Иногда присоединяется стафилококковая инфекция. Тоже появляются такие как бы гнойные отделяемые, макнутие. Ну вот есть такое, да. Поэтому я бы не рекомендовала постоянно делать. Но стафилококк, наверное, может еще появиться, и если ты посетил не очень качественную парикмахерскую, да, салон парикмахерских услуг, на голове же тоже есть кожа. Ну, теоретически, да. Прям рискуем мы все время. А вот аппаратный маникюр, он ведь тоже травмирует, потому что там идет под воздействием же
Ну, как бы не вручную делают, а вот именно аппаратом, который Да. тоже нагревается. Ну, это все нежелательно. Ногтевая пластина, она истончается, портится, и потом после этого женщины, которые уже остановили эту процедуру, они потом очень долго восстанавливают. А тогда какой выбирать маникюр и педикюр? Механический, который вот обрезной, тогда он... Обрезной маникюр тоже как бы... Но обрезной это травматическое все-таки. Тоже кожа травмируется. Травмируется кожа, здесь высокий риск все-таки получить даже инфекции. Если мы Гепатиты, гепатиты, ВИЧ. ВИЧ. Даже если обработанные эти инструменты у инструменты мастера. вообще все должны обрабатываться. Ну, то есть даже когда обработаны, тоже можно? Ну, соответственно, там определяется специальный раствор, да, у которого должна быть вирусная, как бы, вирусная, не нагрузка, он должен быть концентрирован для того, чтобы убить этот вирус и находиться там. Эти инструменты должны находиться определенное время. А как тогда быть вот в плане по уходу за ногтями, что тогда выбирать? Я все-таки рекомендую аппаратную обработку делать. Это менее все-таки травматично. Не обрезной. Не обрезной маникюр. И педикюр. В общем-то, она сейчас, именно вот эта вот аппаратная техника, как-то более популярна, чаще она встречается в салонах. Да, совершенно верно, потому что это более безопасно. Ну и, конечно же, салоны красоты, которые предоставляют эти услуги, все-таки тоже нужно обращать внимание на то, что имеется, соответственно, лицензия, да, что специалисты обучены, что они знают, как это все проводить. Но на самом деле в крупных салонах все четко, все прослеживают и контролируют. После шугаринга, например, после такой процедуры, которая тоже травмирует кожу, чего нельзя делать? И что нужно сделать? Ну, как правило, рекомендуют специалисты сразу наносят, как правило, успокаивающий крем. Этого достаточно как реабилитация? Да, потом назначают крема для восстановления кожи. Но после всех, даже косметологических процедур, в том числе и шугаринга, все-таки не рекомендуется посещать бани, сауны, проводить скрабирование кожи, то есть дополнительно еще травмировать, да, и, соответственно, вот где-то примерно 7-14 дней в зависимости от процедуры. Так долго. Хорошо, что вы заговорили про баню. Мне тоже интересно узнать вот ваше мнение врачей, насколько там можно себе что-то позволять, вот ту же парилку, те же пилинги, и как потом реабилитировать свою кожу. Но, возможно, я отвлеклась от основной нашей темы, вот, и, может быть, вот вас перебила, и есть что сказать по тем заболеваниям, о которых мы хотели сегодня поговорить более подробно. Ну, если говорить вот как раз о сезоне лета, мы должны помнить о том, что большой риск все-таки того, что может развиться фотодерматит. А фотодерматит – это воспалительная реакция кожи, возникающая в ответ на воздействие солнечных лучей, то есть ультрафиолета. Мы все должны помнить, что ультрафиолет сам не аллергенен. Реакция наступает под воздействием ультрафиолета на вещества, которые находятся в коже или в организме. Какими симптомами она проявляется? Ну, как правило, часто это покраснение, отек. Может также проявляться пятнами, пузырьками, пузырями. И сопровождается зудом, шелушением, может быть жжение. Ну и самый такой, наверное, исход из этого состояния – это все-таки гиперпигментация. Так всегда бывает, когда обгоришь на солнце. Это вот фототоксическая реакция, то есть это солнечный ожог. Тут нужно определять, мы говорим о веществах или о каких-то заболеваниях, которые как раз могут вызывать фототоксическую или фотоаллергическую реакцию. Но на самом деле причинами могут быть это эндогенные, да, факторы, как правило. Но к эндогенным у нас относятся заболевания печени, почек, эндокринной системы, избыток витамина А, Е,
И также может быть, ну, такое заболевание, как порфирия, то есть заболевание аутоиммунной этиологии. Ну и экзогенные факторы. На них я хотела вот все-таки больше обратить внимание наших слушателей. Давайте мы сейчас прервемся на короткие 4 минуты, и потом с этого момента тогда во втором блоке более подробно поговорим и расскажем еще информацию, которая необходима для наших слушателей и зрителей. Оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии врачи-дерматовенерологи, и мы говорим о том, как поддержать свою кожу, как небережно относиться и как вовремя обратить внимание на какие-то симптомы, которые, к сожалению, могут привести к необратимым процессам. И вот уже в первом блоке, Наталья Алексеевна, вы стали говорить про фотодерматоз, да, что есть такое заболевание, которое может появляться от воздействия солнечных лучей, о том, как это выглядит, и самое главное, что какие симптомы первые, на которые нужно обратить внимание, и идти к врачу, и, наверное, еще профилактика, да, какая? Ну, мы снова в эфире. Кто подключился, я хотела еще раз сказать о том, что солнечные лучи не являются аллергенами, а именно вещества, которые находятся на коже или в организме, вызывают эту реакцию воспалительную. Мы уже говорили о том, что есть эндогенные факторы, да, это заболевания печени, почек, эндокринной системы, то, что может приводить как раз тоже к фотодерматитам. Но есть еще и экзогенные факторы, на что я хотела обратить большое внимание наших слушателей, тех, кто нас смотрит. Это в первую очередь лекарственные препараты. Также косметические средства с использованием фотосенсибилизирующих компонентов. Это какие-то, которые защищают от солнца? Нет, это крема, которые могут содержать, например, парааминобензойную кислоту в составе, поэтому очень важно читать состав кремов. Могут содержать масла бергамота и вот других тоже, которые вызывают они являются фотосенсибилизаторами. Ну и, конечно же, сок и пыльца растений, которые тоже могут вызывать уже фитодерматозы. А выглядят они все одинаково на коже, как вы описали, да, такие вот? Да, в зависимости от степени, да, во-первых, препараты. Если мы говорим о лекарственных препаратах, да, здесь вообще большая группа. Многие, может быть, даже и не знают. Это первая группа – это антибиотики. К ним относятся тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламиды. Мы стараемся все-таки в летнее время их не назначать. Вторая группа препаратов тоже очень важная, да, это противогрибковые препараты. К ним относятся гризиафульвин, тербинофин и итроконазол. А фулконазол, амоксиклав сейчас очень... Вариконазол тоже, но эти все препараты являются с высоким спектром фотосенсибилизации. Но их часто назначают. Назначают при грибковых заболеваниях, поэтому здесь нужно учитывать. Ну, например, если вам выставили диагноз, а вам нужно лететь, например, на море в отпуск или в жаркие страны, да, то здесь нужно решить вопрос. Либо мы начинаем курс лечения и заканчиваем его, то есть нужно будет отложить, ну или поменять препараты, которые не будут взаимодействовать с солнечными лучами. А билеты-то куплены уже, наверное, поменять препараты? Значит, да, можно обговорить, и как раз это нужно обговаривать вместе с вашим лечащим доктором. Следующая группа – это препараты мочегонные. То же самое, да, то есть мы должны понимать о том, что и эти препараты тоже являются, то есть имеют фотосенсибилизацию, то есть когда вы приходите к врачу, особенно в летний период, или когда вы уезжаете в отпуск, вы должны это все проговорить с вашим доктором. Сюда же еще нейролептики относятся, сюда же еще относятся препараты сахароснижающие, сюда же могут относиться
нестероидные противовоспалительные препараты, которые многие, кстати, принимают, ибупрофен, целькоксиб, которые тоже обладают фототоксическими вот такими реакциями. Их очень много, поэтому мы еще раз говорим о том, что когда доктор именно в летнее время вам назначает препарат, нужно оговорить, можно ли его вот взять с собой отпуск, да, то, что вы собираетесь, либо как-то вот обезопасить себя. Если лечение необратимо, то есть мы уже говорим о том, что профилактика, не выходить в активные часы солнца, да, с 11 до 16:00, одевать легкую одежду, но которая закрывает как руки, так и ноги, да, носить широкополые шляпы, очки. Мужчины могут носить кепку с большим козырьком. То есть это очень важно. Поэтому всегда нужно обсуждать с доктором, особенно в летний период, то, что можно принимать, что с осторожностью или как это профилактировать. То есть эти лекарства, они могут усугубить их действие, может солнце усугубить их действие, вот да, так, да? Может развиться фототоксическая реакция немедленная, а может развиться и фотоаллергическая. Чем они отличаются? Фототоксическая реакция возникает именно на открытых участках, то, что не закрыто одеждой, а фотоаллергическая, она распространяется уже и на другую часть кожи, которая даже прикрыта одеждой. Вот смотрите, бывает, что появится что-то, да, на коже какое-то пятно, но оно не беспокоит, это ничего страшного. Все-таки фотодерматоз – это то, что будет беспокоить, потому что я вот, допустим, погуглила, да, это Конечно. Какие-то такие, которые ты не можешь сам справиться. Это будет покраснение в первую очередь и зуд. Вот симптомы, о которых мы уже поговорили. Да, которые похожи, когда ты обгорел на солнце, но это будет очаговое. Да, либо на дерматит какой-то вот похожий, да, просто аллергический. Все вот это нужно дифференцировать. Поэтому, когда возникают такие симптомы, то лучше обратиться все-таки к доктору, именно врачу-дерматологу, который выяснит причину развития этого фотодерматоза или фитодерматоза, да, назначит вам лечение. Ну, как правило, лечение заключается в чем? Назначает местное лечение. Здесь могут применяться топические глюкокортикостероиды или противовоспалительные препараты. Антигистаминные средства назначаются для того, чтобы купировать зуд. Да? Ну и в тяжелых случаях, когда это не ограничивается отеком и зудом, а уже появляются пузырьки и пузыри, уже врач будет назначать системную терапию. Спасибо. Еще сегодня мы хотим поговорить об одном заболевании, тоже таком достаточно серьезном, да, это меланома. Это злокачественная опухоль, которая может распространиться не только на коже, но и проникнуть внутрь организма. Анна Ивановна, пожалуйста, расскажите. Да, как мы уже сказали в первом блоке, меланома – это злокачественное образование кожи. Оно, развивается из меланоцитарных клеток и может с током крови разнестись и попасть в другие органы. Во-первых, людям нужно обязательно защищаться в летний период от солнечного излучения, не повреждать родинки, то есть даже если вы посещаете баню, не травмировать кожу пилингами, скрабами, мочалкой грубой. Нужно заниматься самообследованием, да, наблюдать за своими родинками. Если вдруг заметили, что родинка поменяла цвет, вдруг она стала более темная, или, может, в каких-то участках она посветлела, может быть, стала появляться какая-то корочка, или, может быть, она кровит, нужно сразу обратиться к врачу-дерматологу и провести исследование с помощью аппарата дерматоскоп. А вот появляются такие небольшие родинки, вот как красные, например, такие пятнышки, да? Или как вот веснушки, но их, например, на этом месте никогда не было. И задерживаются не только на лето, но и потом, например, на какое-то другое сезонное время. И бывает, что они пропадают и исчезают. Вот на это стоит обращать внимание? Красные родинки, как их называют, да еще сосудистые звездочки, родинки красные, это на самом деле ангиомы. И чаще они развиваются у людей, у которых есть какие-то заболевания с печени. Это может быть какие-то жировой гепатоз, стеатоз, как называется, да, и больше как-то связывают с заболеваниями печени. Это доброкачественное образование. Не с каждой родинкой нужно идти в кожно-венерологический диспансер.
Да, появляется после пребывания на солнце и вообще с возрастом, при гормональной перестройке появляются пятна. Они могут появляться на открытых участках кожи, на лице, на руках. Это так называемый сибарейный кератоз, такие гиперпигментные пятна, да, люди на них очень часто обращают внимание. На лице как бы даже обращают в плане как косметический дефект и хотят от них избавиться. Подходят к нам, значит, мы смотрим аппаратом, говорим, что это ничего страшного, что это доброкачественно, а это может развиваться еще генетически, предрасположенность может быть, да. Ну и плюс, конечно, вот эндокринная система, плюс пребывание на солнце. Как есть все внешнее, это отражение внутреннего, да, во всех смыслах. А вот пигментация вообще склонна думать, что это все-таки возрастной какой-то такой дефект, который появляется у всех людей с возрастом. Или да, это не так? Нет, ну да, есть такое, да, что пигментация. Ну, больше... она бывает разная. Вот мы говорили как раз о лекарственных препаратах, да, которые вот вызывают фотодерматозы. Я хотела здесь еще обратить внимание на то, что прием оральных контрацептивов, сама беременность может вызывать хлазму или мелазму. Это тоже пигментация. У молодых женщин, девушек появляется пигментация. Потом она уходит, да? Хотя не у всех уходит. Не у всех уходит, да. Это остаётся. все-таки связано с гормональным состоянием. А еще бывает, что во время беременности, наоборот, кожа очищается и уходят какие-то вот заболевания кожные, которые были до беременности. Ну, это связано, скорее всего, с гормональным гормонов, эстрогена. Да, своих же гормонов, которые обладают также противовоспалительным и сохраняющим беременность действием. Из вот той информации, которую вы сегодня подготовили, все ли вы успели рассказать, или, может быть, есть что-то, о чем я не спросила, но вы бы хотели еще рассказать об этом в эфире? Да, каждый год в мае месяце проводится Всемирный день борьбы с меланомой. В этот день, ну вообще в мае месяце ежегодно Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер проводит день открытых дверей, диагностику меланомы, поэтому, пожалуйста, приходите. Также у нас проводится раз в год акция «Добрый вечер, доктор». Тоже проводится дерматоскопия. Но это не обязательно только в эти дни, можно обратиться совершенно в любой день. Ну и я хотела, может, обобщить наши вот сегодняшние темы. Это все-таки профилактика. Да? Еще раз напомнить нашим телезрителям, слушателям о том, что нужно максимально защищаться от солнечных лучей, не выходить в активное время. Это с 11 до 16:00. Носить очки, носить шляпы, кепки с большим козырьком и обязательно использовать средства защиты, это SPF. SPF в летнее время должно быть 30, при активном солнце все-таки 50, который защищает от ультрафиолета А и ультрафиолета Б. А если, например, я вот хожу под зонтом или какая-то широкая шляпа с широкими полями, обязательно ли кремом пользоваться? Лицо же ведь и так находится под защитой. Все равно, потому что и асфальт, или если человек находится на пляже, он лежит под зонтом, он думает, что он защищен от солнца. На самом деле песок тоже отражает ультрафиолет. И также, когда человек находится в воде, ультрафиолет проникает через воду. Тоже можно получить ожог. Я сейчас обратила внимание, что чаще люди купаются, когда они находятся под открытыми лучами солнца, они купаются в одежде. В одежде, которая, ну, она тонкая, да, наверное, это какой-то хлопок. Ну, вы знаете, технологии идут вперед. У нас уже есть купальники, как раз, которые защищают от ультрафиолета с наночастицами. Ну, купальник прям совсем он будет все защищать? Они бывают разные. Бывает с длинным рукавом, бывает как брючки, бывает просто похожий на купальник. Поэтому сейчас, конечно, все боятся фотоповреждения. Фотоповреждения — это, как правило, приводит к эластозу кожи. Это вот те моряки, которые постоянно на солнце. А те, кто загорает, любители загорать на солнце, это приводит к фотостарению, к сожалению.
Да, с возрастом вот уже загар не смотрится так хорошо, как в молодости. Все-таки как будто он подчеркивает, да, больше Конечно. возраст. Интересно про купальники вы говорите. Я видела только такие вот полностью, которые закрывают тело костюмы, которые для именно когда человек в холодную воду входит, там вот для каких-то таких видов спорта. А вот именно Дайвинг, чтобы да? да, Ага. что-то, а вот когда А есть легкие да, а ткани. вот такие не видела, интересно. Мгм. Такой, мне Также есть кажется, вот такие белые рубашки с длинным рукавом. Ну, плюс еще, кстати, выпускают зонты, которые не пропускают ультрафиолет. Не обычный зонт, который от дождя, а именно с защитой УФ. Может быть, у вас есть еще какие-то рекомендации? У нас остается 3 минуты до конца эфира. Как ухаживать за своей кожей, не только кожа лица, да, и не только вот в летнее время. Как важно ее увлажнять, потому что, ну, понятно, что внутрь мы всегда, у нас уже, да, как, наверное, привычка пить количество какой-то воды, а сверху как увлажнять кожу, как ее питать и в какое время года питать и увлажнять больше. Но если мы говорим о сезоне лета, все-таки мы должны с вами помнить о том, что мы должны избегать фототравмы, то есть ожога. Если вы выезжаете, например, отдыхать на море в отпуск, обязательно нужно с собой брать SPF защиту, ну и средства пантенол. Да, в случае ожога сразу же примените его для того, чтобы восстановить быстрее кожу. Ну и какие рекомендации? Ну, вода на самом деле тоже сушит кожу, особенно вот у нас в Якутске она более такая жесткая, поэтому нужно всегда ухаживать за кожей в любое время года. То есть... Это эмоленты, да, применение эмолентов. Эмоленты нужно тоже подбирать, но, как правило... А что такое эмоленты? Эмоленты – это средства, которые увлажняют кожу. Просто дополнительно еще после... Дополнительно, конечно, вообще, наверное, после в идеале каждого купания. принять да. душ, только потом нанести, да? Да, совершенно верно. А пока ты находишься у реки, то ты только наносишь SPF. Да, совершенно верно. Хочу напомнить о том, что средства все от защиты солнца, если вы купаетесь, то после каждого купания вы снова должны нанести SPF. Но это, конечно, он смывается, да, это, конечно, про это забываешь же. Особенно забывают про это, конечно же, дети, да, которые, ну, не всегда под присмотром взрослых. Да. Как ребенка защитить еще в летнее время, если он сам побежал на пляж купаться? Ну, ребенок, там, допустим, 10, 12, 13 лет, который уже самостоятельно. Мы говорим о том, что все-таки в активное время солнца лучше, конечно, не находиться у моря, у речки. Дело в том, что можно же получить и ожог, и тепловой удар в том числе. Ну, а вот если после 16 часов или до 11 часов, тогда это нормально, пусть бегает, купается? Ну, там активность солнца уже более ниже, соответственно, ну, SPF все равно нанесен. Есть, кстати, еще серия водостойкий SPF. Поэтому здесь есть варианты рассмотреть мамам, что можно и что лучше выбрать для своего ребенка. Да, в утренние часы с 9 до 11 это более благоприятное время. И потом уже можно после 16. Вроде бы все мы это знаем, но когда ты видишь море, когда ты видишь солнце, ты про это обычно, ну, я из своего опыта, да и не море, реку, вообще воду, да, ты про это про все забываешь. И еще же нам очень часто говорят про то, что необходим витамин D, и чем больше солнца, тем лучше. И, конечно, есть такой риск увлечься, что в основном и происходит. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня рассказали, я уверена, полезную информацию для наших слушателей и зрителей. Да, в это летнее время. Я чуть-чуть увела вас к каким-то бытовым вопросам, но я думаю, это тоже кому-то было полезно. Мне кажется, это важно было поговорить и про шелак, что, оказывается, да, можно настолько сильно навредить своим ногтям. И спасибо за информацию про лекарства. Это тоже очень важно и полезно. Слушателям спасибо за ваше внимание и всем хорошего дня.